шовинизм – это идеология, которая рано или поздно приводит к войнам. Каждый человек должен любить свою нацию, как своих родителей. Для каждого человека его нация ближе, его традиции, обычаи, язык, культура, история. Испытывая любовь и уважение к собственной культуре, языку и истории, мы должны точно так же с уважением относиться к языку, культуре, истории других народов. Понимать чувства других людей к своим нациям. Когда человек, вот у германской нации, вот у немецкой нации была болезнь, они вдруг себя в какой-то момент посчитали выше других, арийцами, привело к войне. Японский империализм, они себя посчитали имперцами, да, что они имеют право Корею, Китай, другие страны Тихоокеанского, Азиатского региона завладеть, да? И точно так же русский шовинизм. Вдруг Путин решил, что нету такой нации, как украинцы. Написал статьи, что на самом деле это сложно сочиненное государство, как он говорил, да? Что нету, что это на самом деле русские. Но также нельзя. Это и украинцы, они имеют большой музыкальной культуры, большой фольклор, история. Посмотрите на их древние города. Это отдельный народ. И надо с уважением относиться к национальной самоидентификации народов. Нельзя приходить и навязывать, что ты никакой не украинец, ты русский. Это приводит к войнам. И когда большой русский народ это поймет, тогда прекратятся войны на нашем континенте. К сожалению, это понимание придет через большую кровь, через много жертв. Тысячи людей уже, десятки тысяч людей гибнут. В одном Мариуполе, по оценкам, 22 тысячи мирных жителей погибло. Это в одном Мариуполе, в русскоязычном городе. Они сказали, что будут якобы защищать жителей Донбасса, которых там угнетают, но при чем тут русскоязычный Харьков, русскоязычный Мариуполь, Сумы, Чернигов, Киев, Львов? Их зачем бомбить, если ты освобождаешь жителей Донбасса? Они при чем? Это же мирные жители, многоэтажки там, дети, роддомы, школы. К сожалению, вот и немецкий народ положил много жертв, чтобы это понять, и японский народ много. Вот сейчас... Кстати, французский народ, потому что Франция воевала с Алжиром 8 лет, с 54 по 62 год. 2 миллиона алжирцев положили свои жизни за войне за независимость Алжира. Война с Францией была. Это их метрополия была. Ну, наверное, на других примерах все-таки человечество не учится. Обязательно нужно вот так лоб себе расшибить сначала. Чтобы прийти к тому, что все народы равны между собой. Ведь не случайно в международном праве есть правило невмешательства в дела соседей. Это кровью написанные правила. Из-за этого начинаются войны. Ну вот, к сожалению, свидетелями уже в 21 веке такой войны мы являемся.